Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разговариваем об очень важной теме. Это Украина. Как вы знаете, есть очень много информации о ситуации в Украине, поэтому очень должен получить информацию о хороших источниках. Сегодня с нами наш гость Азамат Исмаилов, лидер кыргызской диаспоры в Киеве, в Украине, который может объяснить, что происходит там. Спасибо большое за участие. Азамат, вы жили там больше, чем 16 лет. Как жизнь для мигрантов в Украине? Если там было бы плохо, я 16 лет наверняка не жил бы. Конечно, нет. 16 лет жил, у нас была очень хорошая жизнь, мирная, там люди были очень хорошие. По всей Украине иностранцам относятся очень хорошо. Вот это мне понравилось, и поэтому я там остался жить, открывал бизнес и там и жил. Вы жили там так долго, что вы можете рассказать об украинцах? Очень добрые люди, доброжелательные люди. Конечно, сегодняшняя ситуация очень печальная. Да. Они очень нервничают, переживают, но несмотря на это, они держат оптимизм. В Киеве у меня осталась компания, фирма, офис. У меня сотрудники находятся там. Я с ними периодически созваниваюсь, спрашиваю, как там, все хорошо ли, все нормально ли. До сих пор я им оплачиваю зарплату, поддерживаю, общаемся. Расскажите, где вы были, когда начался войну? Я с работы приехал, как каждый день, пришел, лег спать. Никто не ожидал, что такое произойдет. Мне 4:30 утра меня разбудили. Вставай, Азамат, война началась. Я не поверил. Это было такое состояние, шоковое состояние. Как эта война началась? А потом, что будем делать? Я начал себе задавать вопрос. Сказал, сейчас нету смысла выезжать, потому что уже 5 утра был выезд из города заполнен пробками. Мне начали звонить все наши кыргызы за то, что вот война началась. Я тоже начал звонить другим людям, которые где-то ближе находились, там, где бомбят. У них было все хорошо. Я сказал, пока никуда не выходите, надо трезвую голову принимать решения. Потом, первый день бомбили, затихло, потом комендантский час. Мы 3 дня находились в Киеве вообще. Потом в это время мы начали организовать эвакуацию наших граждан. Каким образом мы будем вывозить? Да. Наши дипломаты тоже там общались в Венгрии, Польше. Мы получили коридор. И первый автобус мы 28 числа после войны, 4 дня прошло, после этого мы первый автобус отправили. 103 человека в один автобус, 2 дипломата сопроводили, мы вывезли в Венгрию, оттуда самолетом сюда приехали. А потом через 2 дня уже второй автобус, все побежали. Я же после первого автобуса сам тоже выехал на машине. Ту дорогу, которую я за 8 часов должен был доехать, западная Украина, Трускавец, Львовская область, я 16 часов поехал. Потому что очень много блокпостов проверяли, смотрели, куда мы едем. Заправка бензинов не было, очередь такие были большие. Почему вы думаете, что все это произошло? По моему мнению, это случилось наверняка из-за амбиций людей, определенных людей, это мое мнение. Просто Украина в последнее время очень сильно начала развиваться, они в западную сторону, с западными странами начали сотрудничать очень тесно. Может быть, это кому-то не понравилось, не знаю, но, к сожалению, вот это произошло. Для тех, кто посмотрит сейчас, что они могут делать, чтобы помочь Украине и украинцам? В первую очередь, большой помощь был бы не провоцировать. Я приехал в Кыргызстан, некоторые люди за то, что там здесь разная информация происходит, каждый там начинает на что-то верить.
прежде чем верить, это надо очень глубоко изучать. А во-вторых, ну, хотя бы, если наши кыргызы там имеют друзей или каких-то знакомых, хотя бы моральную поддержку сделать, позвонить, сказать, мы переживаем, мы хотим чем-то помочь. Хотя бы вот такие доброжелательные слова было бы очень важно, потому что сейчас украинский народ на это нуждается. Никто не хотел бы такой, чтобы была война в своей стране. Да, мир во всем Да, мире. мир во всем мире. Да. Я здесь 1,5 года. Я очень люблю Кыргызстан. Вы уже были в Украине 16 лет. Я хотел бы узнать, что вы хотели для украинцев и для Украины? Вот эта война стала поводом, что они очень сильно объединились. Вот это самое главное, чтобы, когда закончится война, сохранить вот эту дружбу, объединение. Таким образом они могут воссоздать такую очень хорошую страну. Я хочу это видеть, и я хочу в этом тоже сам участвовать, потому что у меня там тоже бизнес остался. Когда закончится, я хочу тоже поехать, что-то там делать для этой страны тоже. Да. И я буду посетить вас там. Обязательно, Я буду посетить вас обязательно, там. обязательно Хорошо? будем ждать. Договорились. Это Договорились. было очень интересно. Спасибо большое. Спасибо вам Азамат. тоже.